Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Лучшие друзья. Эксперты считают, что помимо официальных переговоров, президенты Путин и Эрдоган могли заключить тайную сделку по Сирии. Россия не поддерживает курдов, Турция – исламистов. По отношению к Европе обиды, как выяснилось, общие. К сожалению, уже 53 года европейцы продолжают морочить нам голову. Кто-то, возможно, российские ВВС, сбросил фосфорные бомбы на сирийский Идлиб. А в Алеппо ситуация опять поменялась. После провала наступления джихадистов опять наступают войска Асада. Казахстанский хоккеист в одиночку избил целую китайскую команду. Его дисквалифицировали, но из-за отказа избитых китайцев продолжать игру Казахстан получил 5 очков за победу в матче. Всемирный водный форум в Таджикистане. Тезисы очень просты. Ледники сократились на треть, воды на всех не хватает, нужно разумно ее поделить. Однако это самое сложное. Правда, там в отсутствии достоверной информации. Чтобы мы правильно работали, друг другу доверяли. Что нужно делать? Автоматизировать весь учет воды. 8.08.08. В Грузии вспоминали пятидневную войну с Россией 2008 года. Тысячи беженцев из Южной Осетии так и не приспособились к новой жизни. Новые грузинские, как и прежние власти, все так же обещают реванш в будущем. Мы вновь соберем Грузию в единое целое. Кстати, есть такой лайфхак. Пузырьки как средство борьбы со стрессом. Молодой кыргызстанец может стать миллионером на продаже кусочков пузырчатой клеенки. Парни или мужья уже, они на работе так устали или такие нервные приходят. Прям хочется им дать вот так в руки, чтобы они поломали. В Константиновском дворце прошла встреча президентов России и Турции. Первая после многомесячной вражды между странами из-за сбитого российского бомбардировщика Су-24. Во время переговоров Путин и Эрдоган всячески демонстрировали свое дружеское расположение друг к другу, улыбались и часто обменивались крепкими рукопожатиями. Оба лидера заявили, что намерены достичь беспрецедентно высокого уровня взаимоотношений. Вместе с тем, ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России. Потому что турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло. Наш процесс по определению таких огромных целей вам и мне известен. Путин и Эрдоган более 2 часов разговаривали с глазу на глаз, а потом в зал допустили других членов делегации. Одной из основных тем было скорейшее восстановление торгово-экономических связей. Эрдоган также выразил признательность Путину за то, что тот один из первых, кто позвонил ему со словами поддержки во время попытки мятежа в Турции. Также Эрдоган заявил, что возобновит сотрудничество между российскими и турецкими военными. Напомним, что отношения между Россией и Турцией резко испортились после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик над сирийско-турецкой границей. Один из пилотов погиб. Были свернуты почти все российско-турецкие отношения. В ходе эскалации страны едва не дошли до прямого военного конфликта. А теперь все происходит с точностью до наоборот. Эксперты подозревают, что Путин и Эрдоган на своих переговорах даже заключили тайную сделку по Сирии, суть которой может заключаться в отказе России помогать сирийским курдам в обмен на прекращение помощи сирийским джихадистам со стороны Турции. В чем точно Путин и Эрдоган нашли взаимопонимание, так это в очень похожих обидах на Евросоюз. Турция начала переговоры с Евросоюзом в 1963 году, и до сих пор мы не продвинулись ни на сантиметр. К сожалению, уже 53 года европейцы продолжают морочить нам голову. Неизвестные самолеты сбросили фосфорные кассетные бомбы на сирийский город Идлиб, который находится под контролем боевиков радикальной террористической группировки Джабхат ан-Нусра. О том, что в авиаударе были применены эти запрещенные боеприпасы, сообщают сирийские правозащитники со ссылкой на местных жителей. Мировые СМИ публикуют видео бомбардировки. Аллаху Акбар. Это кадры, снятые на мобильные телефоны жителей Идлиба, которые распространяет агентство Рейтер. Как утверждают очевидцы, одна из бомб попала на улицу, где находился лагерь беженцев. Пока никто из экспертов не подтвердил использование фосфорных бомб в Идлибе. Однако несколько месяцев назад по городу уже наносился подобный удар.
Массированные бомбежки Идлиба, на этот раз уже обычными бомбами, продолжились и днем. Вы видите кадры одной из местных телекомпаний, на которых последствия одного из авиаударов. Журналисты этой телекомпании утверждают, что город бомбили российские самолеты. Пока подтверждения этому нет. Тем временем ситуация в осажденном Алеппо за последние сутки резко изменилась. Наступление исламистов на позиции сирийской армии, похоже, выдохлось. Повстанцы понесли тяжелейшие потери в людях и боевой технике. Возглавлявший штурм Джабхат ан-Нусре так и не удалось окончательно прорвать блокаду города. На том участке, где это все-таки произошло, сейчас началось наступление войск армии Башара Асада. То, что происходило в последние дни в Алеппо и происходит сейчас, СМИ уже назвали мясорубкой. Повстанцы бросили на прорыв блокадного кольца более 20 тысяч человек и почти 100 танков. Ежедневные потери исламистов составляли около 1000 человек убитыми и ранеными. В результате недельных боев им удалось захватить часть бывшей артиллерийской академии, откуда были видны городские кварталы. Однако окончательно выбить части правительственной армии из занятой базы боевики так и не смогли. Это кадры, на которых бесконечные атаки исламистов на позиции правительственных войск на юго-западе Алеппо. Как вы видите, любая попытка прорваться в город или из него немедленно пресекается российской авиацией. Как сообщили накануне российские военные, в один из дней потери наступающих боевиков превысили 2000 человек только убитыми. За несколько часов самолеты уничтожили более 20 танков и почти 30 боевых машин пехоты. И, как стало известно в последние часы, теперь контрнаступление начали части Асада. Американские дипломаты обратились к сражающимся пожалеть гражданское население, потери которого никто даже не считал. Бои за Алеппо последних нескольких дней только подтверждают то, что мы знали всегда. Несмотря на превосходящие силы Асада, на стороне которого воюют Россия, Иран и Хезболла, в битве за Алеппо быстро выиграть сражение, тем более одержать полную победу, не получится. И чем дольше будет идти эта борьба, тем больше гражданских лиц будут зажаты между воюющими сторонами. Они заплатят самую высокую цену. Между тем, правительственные телеканалы Сирии сообщают, что в Алеппо был доставлен крупный гуманитарный конвой с продовольствием и медикаментами. А российские военные утверждают, что им уже удалось эвакуировать из города тысячи людей. Правда, речь идет в основном о районах и кварталах, которые находятся под контролем сирийского правительства. Сегодня нами было привезено сюда 8 тонн гуманитарного груза. Более 200 человек сегодня прошло пропуск. Соответственно, сейчас им оказывается гуманитарная помощь в виде круп, консервов и так далее. Соответственно, дальше будет оказана медицинская помощь, работа психологов, после чего на автобусах они будут увезены в места временного проживания. Боевики Джабхат ан-Нусры также распространяют видеокадры эвакуации гражданского населения из района боев. Судя по кадрам, эвакуация не столь массовая, и совершенно очевидно, что внутри кольца окружения сегодня нет безопасных для мирного населения мест. И вот еще новые кадры из района боев в Алеппо. Боевики ан-Нусры при помощи американских противотанковых управляемых снарядов уничтожают боевую технику правительственной армии. Из пригорода Дамаска, города Дараи, поступает информация о новом факте применения сирийской авиации бочковых бомб во время авиаударов по жилым кварталам. Мировое сообщество неоднократно требовало от Асада прекратить использовать это варварское оружие, которое не наносит ущерба боевикам, но приводит к большим жертвам среди гражданского населения. Вы видите кадры, как вертолет сирийских ВВС сбрасывает несколько бочковых бомб на один из городских районов Дараи. В Таджикистане проходит Всемирный водный форум, организованный при поддержке ООН и Всемирного банка. На форум съехались более 500 делегатов из многих стран мира. Тезисы форума просты. Ледники тают с большой скоростью и уже сократились почти на треть. Пресной воды не хватает и необходимо научиться цивилизованно ее распределять. Форум как раз и призван выработать общие подходы к этой острейшей проблеме. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что говорят о проблеме нехватки пресной воды представители стран Центральной Азии?
Здравствуйте, Динара. Сейчас мы находимся в дворце Кохи Сомон, где проходит международный симпозиум по доступу к воде и санитарии. В мероприятии принимают участие делегаты из 90 стран мира. Из-за этого в эти дни в Душанбе даже ограничено движение по основным столичным улицам. Цель симпозиума – создать платформу для решения водных проблем между государствами. Например, для Центральной Азии и центральноазиатских республик в целом это мероприятие нужно для того, чтобы обсудить проблемы с таянием ледников и решить, как делить воду в трансграничных реках и контролировать этот процесс. На территории Таджикистана формируется около 60% водных ресурсов региона. А за последние десятилетия страна потеряла почти треть ледников, и тенденция неуклонно растет. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своей приветственной речи перед делегатами отметил, что в этом году из-за маловодья наблюдается уменьшение до 30% уровня воды в главных реках региона – Амударья и Сырдарья. Это создает трудности с водообеспечением для всех стран бассейна этих рек. Спрос на воду растет с каждым годом, и в будущем это может привести к серьезным проблемам для экономики как Таджикистана, так и соседних стран. За последние 20-30 лет более 1000 мелких ледников уже исчезли. Было отмечено также резкое таяние ледника Феченка, одного из самых или самого крупнейшего континентального ледника вообще в мировом масштабе. И исследования показывают, что 1982 года по 2006 год, когда проводились последние измерения в данном леднике, язык ледника отступил на 1 километр, а толщина льда сократилась на 50 метров. Недостаток воды в реке Сырдарья привел к тому, что в Казахстане в этом году погибло до 40 тысяч гектаров урожая. Этого можно было избежать, говорят казахские специалисты, если бы страны вдоль русла предоставляли достоверную информацию об объемах передаваемой воды и предлагают полностью автоматизировать этот процесс. Киргизстан говорит, я пускаю такую воду. Таджикистан говорит, мне поступает не та вода. А потом, говорит, Таджикистан говорит, попуской делаем такой объем, допустим, 470 или 500 кубов с Бахры-Тачик. А Узбекистан говорит, нет, нам поступает 350. Кому верить? Где-то что-то какая-то есть несостоверность, нестыковка. Чтобы вот эти все недоверия убрать, элементарно, это приведет, во-первых, к прозрачности, и, во-вторых, к справедливости. Правда, там в отсутствии достоверной информации. Чтобы мы правильно работали, друг другу доверяли, что нужно делать? Автоматизировать весь учет воды во всем стволе реки Сырдарья. Вот и все вопросы отпадут. С проблемами обеспечения питьевой водой сегодня сталкиваются большинство стран Азии. Например, в городах Афганистана отсутствуют центральные системы обеспечения чистой питьевой водой и нет канализации, что отрицательно влияет на здоровье жителей страны и может привести к эпидемиям. Представители афганской делегации надеются, что данный симпозиум поможет им привлечь внимание международного сообщества к своим проблемам. В городах Афганистана большие проблемы с питьевой водой из-за отсутствия водопроводных линий. Поэтому в городах люди роют колодцы на своих участках. Качество воды не контролируется, то есть никто не знает, какое содержание металлов и солей в ней. Такое потребление также приводит к нарушению экосистемы, и воды с каждым годом становится меньше. По окончании симпозиума все панели должны подвести итоги и принять рекомендации, которые направят в соответствующие международные организации. 10 августа гостей ждет вертолетная экскурсия, в ходе которой им покажут Нурекскую плотину, обеспечивающую 3/4 потребностей страны в электроэнергии, а также высокогорное Сарецкое озеро. Динара. Спасибо, Анушервон. Казахстанский хоккеист в одиночку избил во время матча всю команду китайских соперников. Избиение происходило прямо на ледовом поле. На 3-й минуте после начала матча Кубка президента Казахстана член казахстанской команды «Барыс» Дамир Рызбаев накинулся на китайских игроков из команды «Кунь-Лунь Ред Стар», причем без очевидных видимых причин. Сначала он начал бить их по одному, а потом перекинулся на игроков, сидевших на скамейке запасных. Удары были настолько сильными, что китайские спортсмены без чувств падали на лед. Минувшую пятницу обе команды встречались в товарищеском матче, и во время игры один из форвардов казахстанского клуба Дастин Бойд сломал ногу. Его товарищ Дамир Рызбаев, видимо, решил отомстить обидчикам. Вендетта стоила Рызбаеву дисквалификации, но китайцы, которые отказались продолжать матч, автоматически его проиграли, а команда «Барыс» получила сразу 5 победных очков. Далее в программе.
8:08:08. В Грузии вспоминали пятидневную войну с Россией 2008 года. Тысячи беженцев из Южной Осетии так и не приспособились к новой жизни. Новые грузинские, как и прежние власти, все так же обещают реванш в будущем. Мы вновь соберем Грузию в единое целое. Кстати, есть такой лайфхак. Пузырьки как средство борьбы со стрессом. Молодой кыргызстанец может стать миллионером на продаже кусочков пузырчатой клеенки. Парни или мужья уже, они на работе так устали или такие нервные приходят. Прям хочется им дать вот так в руки, чтобы они полопали и успокоились. Российские спортсмены заявляют о психологическом давлении во время выступлений на Олимпиаде. Но, несмотря на это, российская сборная продолжает завоевывать медали. Одной из них завоевала пловчиха Юлия Ефимова, чье участие до последнего момента оставалось под вопросом из-за обнаружения в ее крови допинга в 2013 году. В бассейне ее встречали неодобрительными криками. Сами спортсмены считают, что во всем виновата политика. Конечно, стресс большой, то, что против России, почему-то только против российских спортсменов включают санкции, проверяют почему-то только российских спортсменов и участвуют только российские спортсмены в допинг-скандалах. Это немножко политически идут войны, но страдают спортсмены. Было огромное напряжение, но спортсменам надо было делать свою работу. Им было тяжело во время подготовки и тренировок, но сейчас они готовы к играм, даже психологически, несмотря на все проблемы с допингом и допуском к Олимпиаде всей сборной. Вся команда думает только о соревнованиях. Сейчас Россия занимает в общем командном зачете Олимпиады 7-е место. Лидирует в рейтинге сборной США, Китая и Австралии. В Грузии отметили 8-ю годовщину поражения в пятидневной войне с Россией в 2008 году за Южную Осетию, или, как ее называют в Грузии, Цхинвальский регион. Напомним, что 8 лет назад, в день начала Пекинской Олимпиады, российская армия вторглась на территорию Грузии в тот момент, когда грузинские войска пытались справиться с осетинскими сепаратистами. Уже по традиции на воинском кладбище в Тбилиси, где похоронены солдаты, погибшие в ходе боев, прошли траурные мероприятия. Грузинские власти в очередной раз пообещали собравшимся, что в будущем Грузия опять станет единой страной. России придется ответить за то, что она, будучи ядерной державой, оккупировала маленькую соседнюю страну, а потом провозгласила образование так называемых независимых государств на ее территории. Мы вновь соберем Грузию в единое целое, мы стабилизируем процесс и мы объединим страну мирным путем, а не при помощи войны. Грузинское село Церовани стало приютом для беженцев из Осетии. Многие из них надеются вернуться когда-нибудь в родные Цхинвали и Ахалгори. Но пока они остаются в Грузии, пытаются построить здесь новую, не менее счастливую жизнь. Рассказывает Бзия Парисишвили. Фруктовые деревья в Церовани поднялись выше небольших одноэтажных домов совсем недавно. Лишь некоторые из них уже приносят плоды. Скудный пейзаж, выстроенные в шеренгу дома с красными крышами и пронумерованные столбы уличного освещения, благодаря зелени стал обретать цвета. Теперь цветущий у дороги куст розы может даже на минуту отвлечь проживающих здесь людей от забот. 3 года назад Майя вряд ли думала, что когда-нибудь сможет так уверенно держать в руке кисть и наносить эмаль на украшения. Технике перекоротчатой эмали ее научили в социальном предприятии Икорта. Название выбрали не случайно. Икортский храм был общей святыней для жителей районов Ахалгори и Цхинвали. Теперь этих людей в изгнании объединяет и общее место жительства – Церовани. Майе Кочашвили пришлось дважды испытать, что значит быть беженкой. Сначала пришлось бежать из Цхинвали, потом из Ахалгори. В Цхинвале я жила на улице Сталина. Наше поселение называли Жилмассив. Я очень любила то место. Там и искусственное озеро было. Прямо у моего дома было озеро. Когда мы впервые приехали в Церовани, очень трудно было найти свой дом. На столбы освещения были нанесены номера улиц. Я часто путала, не могла найти свой дом. А сейчас мы хотим сделать табличку с нашим адресом в Ахалгори. Там я жила на улице Эристаль. Тамара Берианидзе жила в Ахалгори по соседству с Майей. Тогда они не предполагали, что будут вместе работать в одной мастерской. Тамара, студентка Академии художеств, помогает Майе, педагогу по профессии, с освоением ремесла. Самой Тамаре легче справиться с непослушными металлическими пластинами, чем воспоминаниями.
Об Ахалгоре бывает что-то делаю, и вдруг вспоминаю какой-то конкретный забор или дорогу, или дерево, которое тогда было маленькое. Думаю о том, как оно сейчас выросло, изменилось. Но больше Тамару волнует то, что изменилось между ней и ее бывшими одноклассниками-осетинами. Последний раз она видела их 3 года назад, когда ее еще пускали в Ахалгоре. Мне больно то, что они как-то изменились в общении, как будто я их чем-то обидела. Но на самом деле это ведь не так. Я думаю об однокласснике, с которым с 1 класса училась, очень дружили, но потом будто его подменили. Я часто думаю об этом человеке. Переживания, воспоминания и радость сказываются и на изделиях ремесленниц. Изображения ярких цветов, похожих на растения в церуванских дворах, сменяют традиционные грузинские орнаменты. Идея создания этого социального предприятия принадлежит Нанич Кареуле, беженке из Ахалгори. В Церуване самой большой проблемой было трудоустройство, самореализация женщин, чтобы они выходили из домов. Не так давно Нана открыла и кафе, чтобы местным жителям было где собираться. Один уголок отведен изделием, изготовленные в мастерской Икорта. Есть и сувениры ручной работы от других односельчан. Продукты для кафе закупают у местных. Есть в ассортименте продукты и из Ахалгори. К примеру, мед, который расфасован в маленькие банки с этикеткой Икорта. Нана признается, что чувствует в этом меде горечь из-за испорченных отношений с осетинскими соседями. Хотим или нет, мы соседи. Даже если такое произойдет, и мы отдельными странами окажемся, нам все равно друг с другом рядом жить. Это ведь мы не сможем изменить. Надо думать о позитивном. Мы должны признать, что обе стороны очень ошиблись. Но сделать это очень сложно, потому что никто не хочет этого признать. Думать о позитивном Нанич Кареуле помогает одна вещь, с которой она не расстается. Старый патефон, доставшийся ей от дедушки, и коллекция пластин, в том числе и с осетинской музыкой. Проигрывая их, Нана представляет, как звуки этого старого патефона вновь будут раздаваться из окон ее дома в Ахалгори, веселить соседей, как в старые добрые времена. Житель Бишкека Мантур Алымбаев решил построить свой необычный бизнес на продаже кусочков пузырчатой пленки. Это пленка, в которую заворачивают бытовую технику, чтобы она не разбилась. По мнению молодого бизнесмена, если надавливать на пузырьки, чтобы они лопнули, таким образом можно снять стресс и расслабиться. Несмотря на то, что с этим можно поспорить, у Амантура уже есть клиенты. О новом способе антистрессовой терапии. Шавкат Тургаев. Подставляю шаблон. В принципе, уже даже не обязательно сантиметр использовать. Мы уже посчитали то, что 9 пузыриков в эту и 11 пузыриков в эту сторону. Амантур уже на глаз определяет, сколько нужно отрезать пузырчатой пленки. Месяц назад он и не думал, что на лопании этих шариков можно неплохо заработать, не выходя из дома. Я игрался с какой-то наклейкой и подумал, что было бы классно, если бы сейчас у меня была пузырчатая пленка, я бы мог расслабиться. Это отличное средство от напряжения и стресса, считает стартапер. К каждому лоскутку с пузырьками прилагается текст об умиротворяющем отдыхе на Иссык-Куле. Его Амантур тоже сочинял сам. В таком свитке продукт доходит до потребителя. Еще один плюс – это хороший и, главное, недорогой заменитель вредных привычек. Шоколадка, в принципе, съедается за один день. Плюс она еще и лишние калории, то есть проблемы с весом у девушек – это очень острый вопрос. Сигареты, они вредят здоровью. Во всех начинаниях молодого бизнесмена поддерживает его супруга. То чаем напоит, то словами добрыми приласкает. Да и распространять Джерал Му, именно так называется бренд, среди друзей и знакомых помогает. Я думаю, что Джерал Му это всегда будет чем-то таким приятным воспоминанием, классным, дешевым подарком. Вот, у меня многие подружки уже говорили, ты могла бы нам дать, потому что у нас парни или мужья уже они на работе так устали или такие нервные приходят, прям хочется им дать так в руки, чтобы они полопали и успокоились. Внешний вид пузырчатой продукции еще надо доработать и сделать более качественным, говорит Амантур. Хотя уже сейчас к нему поступил заказ от нескольких компаний. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.